Идея международного песенного конкурса наподобие Евровидения, но для тюркоязычных стран витала давно. В середине 90-х в Алма-Ате, в Казахстане, даже существовал подобный фестиваль. Назывался он «Азия Дауасы. Голос Азии», но по финансовым проблемам конкурс был закрыт. И вот несколько лет назад международный тюркский музыкальный канал TMV TV придумал конкурс «Тюрквижн». Впервые он прошел в прошлом году в турецком городе Искишехир. Второй «Тюрквижн» принимала Казань. И одним из самых ярких и зрелищных выступлений стал номер казанского певца Айдара Сулеймана. Давайте вспомним. Ну и сегодня Айдар у нас гость темы. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. 554-22-22, телефон прямого эфира, уважаемые зрители. Вы можете звонить и задавать Айдару свои вопросы. Ну а первый вопрос задам я. Как уже ощущение того, что победа, а второе место это безусловно победа, оно есть, или все-таки еще кажется, что это не с тобой происходит? Конечно же, ощущение победы есть, так как второе место, оно тоже почетное. И раз этот такой большой конкурс проходит именно в Казани, а это вдвойне приятно. Ну и вдвойне ответственно, потому что все-таки участнику города, где проходит сам конкурс, к нему особые требования. Вот как ты готовился? Готовились мы очень долго, продумывали на самом деле сам номер. За неделю вся постановка и произошла. Угу. Вот. Ну, давай разберем твой номер, что называется, по частям. Вот костюм. Вот эта вот идея костюма, множество ремней. Мне вообще это что-то из раннего Майкла Джексона напомнило. Вы знаете, костюм сделала очень талантливый модельер города Казани Катя Борисова. Я ей очень благодарен. И она вдохновлялась наездниками, на самом деле. Булгарскими наездниками. Она очень долго изучала историю. И стопроцентное попадание в костюм. Мне очень было комфортно в нем работать. И образ, на самом деле, держался до конца. А хореография, подтанцовка, кто занимался этим вопросом? Хореография – это мои давние друзья, «Дорога из города», Багаудиновы, Лилия и Айрат. Вот. Хореография тоже на высшем уровне, и тоже с элементами такими татарскими. Скажи, непосредственно сама песня. Был ли какой-то выбор, или ты знал, что именно эту песню я буду петь, потому что она, так сказать, то, что нужно для этого конкурса? Да, конечно. Мы уже на отборочном туре, который проходил в городе Казани от Республики Татарстан, мы уже тогда знали, что эта песня достойна представить республику и, может, даже бы и выиграла. Хорошо, расскажи, кто написал эту песню, кто авторы? Песню написали мой очень близкий друг Эльмир Низамов, он аспирант Государственной консерватории Казанской, вот, а на слова Рената Хариса, нашего любимого поэта. Замечательного Рената Хариса, да. Депутата Государственного совета Республики Татарстан в течение многих лет. У нас уже есть первый телефонный звонок. Я думаю, что сегодня звонков будет много. И давайте послушаем, какой вопрос зададут наши зрители. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поздравить парня с победой. Это действительно победа. И пожелать ему занять первое место в Ашхабаде. Я уверен, он займет это место. Там народ такой живет, что если что, даже они свои победы присудят своим близким. А татары, туркмены очень близкий народ. Так что я надеюсь, победишь, Айрат. Молодец.
Умница. Рахмет, спасибо. Спасибо большое. Но, кстати, действительно, не возбраняется ли победителю снова участвовать в конкурсе и, как Дима Билан, допустим, да, тут тоже снова поехать на Евровидение и на этот раз вырвать победу, вырвать первое место? Конечно же, не возбраняется, но если помнить, то Дима Билан поехал на Евровидение через год. Да. То есть, но подготовился. Да, он, конечно же, подготовился, и такая идея витает в воздухе. Хорошо. Вот как ты охарактеризуешь сам конкурс? На самом деле конкурс практически новый. Всего второй раз он в истории проходит. Первый блин был, не знаю, комом-не-комом в Турции. Как у нас в Казани, вот на твой взгляд, на твою оценку, организация, насколько было комфортно артистам работать? Вы знаете, организация в Казани на высшем уровне, так как мы до этого уже принимали универсиаду, и с тюрквидением мы справились, и на высшем уровне. Все участники очень довольны, и я надеюсь, что сам конкурс, он еще больше участников стран будет принимать. Все еще впереди у этого конкурса. Хоть он и молодой, но он уже стоит твердо на своих ногах. Сами участники между собой общались, было совершенно очень много разных стран. Албания, Украина даже участвовала, несмотря на то, что такая ситуация сейчас. Наши регионы мусульманские, Башкортостан, вот как-то вот между собой вы общались? Конечно же, мы общались, и если даже мы не понимали друг друга, понимаете, язык музыки, он и мультикультурный, и не имеет границ. Когда мы выезжали на репетиции совместно на автобусах, то мы все настолько прониклись культурой и музыкой, и песнями других участников, что мы их напевали в течение всех конкурсных дней. Но все равно ведь, наверное, какой-то дух соперничества был, и делал ли ты сам для себя анализ? Ага, вот значит, вот этот участник, он примерно такой весовой категории, вот, этот мнение конкуренции, то есть был такой анализ? Вы знаете, на самом деле был такой анализ, и уже до тюрквидения, то есть до основного конкурса, мы штудировали интернет, просторы интернета, все слушали, все смотрели, какие изменения они внесли. То есть, если песню они представили в одном формате, то уже в финале у многих чуть были изменения. Ну, так же, как и у меня, кстати говоря. Но ты угадал, кто будет победителем? Угадал. То есть ты сразу ставил на певицу из Казахстана? Конечно. Вы как-то с ним вместе общались? Да, мы с ним вместе общались, и, знаете, такой интересный факт, мы, оказывается, закончили один и тот же вуз в Москве, ГИТИС, вот, и факультет эстрады. И, конечно же, когда мы на полуфинале с ней разговаривали, то она мне сказала: Айдар, один из ГИТИСовцев должен выиграть. Так и получилось. Хорошо, еще один телефонный звонок у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Александрович вас беспокоит. Здравствуйте. Айдар, Здравствуйте. ты большая умница. Молодец. Так держать. А что хочу сказать. А не пора ли нам замахнуться, так сказать, на программу «Голос»? Может быть, и там попробовать. Все получится, я думаю. Вперед! Спасибо большое, Валерий Александрович. Ну, действительно, сейчас, слава богу, очень много различных проектов, где можно себя проявить. И надо сказать, что именно татарстанцы себя проявляют по полной. И вспомним уже Дину Гарипову, Эльмиру Калимуллину. Ну, много-много талантливых ребят. И в детском голосе тоже принимают участие. Есть ли у тебя мысли попробовать на телепроекте себя? Да, конечно, почему бы и нет. И можно и на «Голос» поехать, и на другие проекты. Это пока только хотелки или вполне уже осознанный план? Осознанный план. То есть в таком-то году я пойду и попробую? Да, попробую. Обязательно. Хорошо. Ты упомянул ГИТИС. Вообще, как из мальчика Айдара получился эстрадный певец, достаточно популярный, несмотря на годы молодые. Вот этапы, что называется, большого пути твоего становления именно как артиста? Конечно же, этапы становления были. В 2002 году я познакомился с фестивалем «Созвездие Йылдызлык».
который проходит под патронажем президента нашего, Рустама Нургалиевича Минниханова. И постепенно шел к своей победе. И вот в 2009 году, когда я стал обладателем Гран-при, мой мастер, будущий, Михаил Борисович Борисов, пригласил меня в ГИТИС на туры, где я успешно прошел и стал студентом ГИТИСа. И вот, то есть неразрывно связана моя творческая карьера, моя судьба именно с этим фестивалем. Я, кстати, там продолжаю работать. Вот, меня пригласили в этот фестиваль работать. И Ты уже в качестве педагога-наставника? Педагог-наставник, художественный руководитель фестиваля. Вообще ты из музыкальной семьи? То есть вот самая первая, так сказать, вот эта вот любовь к музыке, она откуда? Это была музыкальная школа или это родители занимались, или самоучка? Вы знаете, моя мама всегда мне пела колыбельные песни, и моя семья очень музыкальная. Они обязательно поют, когда мы вместе все собираемся, и это песни под баян, и народные песни. Ну, конечно же, каждый, наверное, музыкант, он проходит и музыкальную школу, и музыкальное училище я казанское прошел, и консерваторию казанскую, и ГИТИС, то есть в послужном списке это все стоит. Хорошо. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Мы вас слышим, да, Меня здравствуйте. зовут Оксана. Я была на полуфинале вашего концерта. Я вам приношу огромнейшее удовольствие от концерта. Вы были замечательны. Я очень долго и давно не получала удовольствия от такого шоу, как было шоу этого концерта. Но вы были изумительны. Спасибо Вы были большое. самые лучшие, потому что были многие хорошие, были многие голосистые, но вы были идеальны. Я желаю вам очень долгого пути творческого, и чтобы все у вас в жизни получилось. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Айдар, ну вот как считаешь, вот и зрители тоже говорят, ты был лучшим. Вот что не хватило, чтобы вот первое место было нашим? Или это ложная скромность, если уж конкурс в Казани проходит и получает казанец первое место, все говорят, ага, да они там сами себе дали. Вы знаете, если начну так, все-таки наш номер строился огромный белый шар. В самом начале я его поднимаю, это тюркский мир, это планета. И мы этим самым символизировали, что те страны, которые к нам приехали, мы их готовы носить на руках, как гостеприимные хозяева. Это начнем с этого. А во-вторых, конечно же, я думаю, что мувитон выигрывать в своих родных стенах. Вот. Ну что ты, я насколько понимаю, будет возможность еще попытаться. Конечно же. Я Пусть думаю, что не в Ашхабаде, но где-то. мне кажется, что через год, может быть, пройдет в Казахстане тюрквидение, и у меня есть планы поехать с новой песней, с новым номером и победить. Хорошо. Вообще есть у тебя какие-то примеры для подражания? Не буду говорить слово кумира, оно не очень хорошее. Но вот люди, которые, так сказать, пусть они даже об этом не знают, но ты считаешь их своими учителями. Вы знаете, конечно же, это мой любимый мастер Михаил Борисович Борисов, это Дмитрий Александрович Туманов, мои большие наставники, мои любимые наставники. А если подойти больше, кого я слушаю советских певцов. Именно ретро ретро. времен СССР. Да. Если мы, конечно же, возьмем и татарских ретро, и русских, я обожаю советских Ну, песен. несколько имен, фамилий. Конечно же, Муслим Магомаев, Ильхам Шакиров, наш любимый. Ну, это да, это Абасинский, все-все-все. действительно замечательные фамилии, замечательные песни писались и исполнялись в те времена. Еще один телефонный звонок у нас есть. Слушаем вас. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Айдарчик, здравствуйте. Это Люция Николаевна Смогилова, народный артист Татарстана. Здравствуйте. Я очень рада, поздравляю тебя от всех музыкантов Татарстана с большой победой. Мы гордимся, радуемся и желаем больших творческих успехов. Дальнейших удач. Огромное вам спасибо. Спасибо. Ну, вот до нас даже мэтр уже дозванивается, что очень приятно. Вообще, кто уже успел тебя поздравить с победой? Ну, конечно же, моя мама, которая сидела в этом зале,
Она поздравила. Мои друзья, моя команда любимая, которая от начала до конца шла со мной. Это Оксана Харитонова, режиссер-постановщик номера. Это мои друзья Диана Сафарова, Артур Шигапов. Всем им большое спасибо, я вас люблю. «Дорога из города», Катя Борисова, Марина Марьянич. Я вас обожаю просто. И, конечно же, мой маленький город, город Заинск, где я родился, где учился петь. Ну, часто сейчас удается туда вырваться? Очень хочется, очень большое желание постоянно туда ехать, потому что там мой любимый вокальный ансамбль детский, где я начинал петь. Как он называется? Вокально-хореографический ансамбль «Мирас». Я туда по возможности приезжаю и ставлю им номера, учу ребят, даю им мастер-классы по пению, по хореографии. Вот. Конечно, не забываю свой любимый город. Айдар, ну, до сих пор, в общем-то, у многих бытует некий такой стереотип татарской эстрады. Говорят, татарская эстрада, это гармошка, это обязательно, значит, это вот что-то такое вот, ну, так скажем, закоснелое, такое вот годами наработанное. Есть хорошие примеры, вот Салават, Хания Фархи. Как мне показалось, ты своим номером несколько пошатнул, или, может быть, даже не спроверг вот этот образ. Это было сделано сознательно, то есть вот некая такая эпатажность именно и в подтанцовке, и в костюме, и в этих вот жестких таких ритмах, которые неслись со сцены. Вы знаете, я, во-первых, очень люблю Салавата, люблю Ханию Фархи, я постоянно слушаю их песни. Это наши мэтры, и без этого, конечно, никуда. А касаемо, на самом деле, песни, то когда мы начинали ее писать с композитором, то изначально была тема, что мы должны донести до всех тюркоязычных стран свою песню, свою идею. И она должна была быть мультитюркоязычной. Не просто татарской, а мульти, чтобы они все поняли. И, конечно же, она была написана по технологиям, можно сказать, европейским, то есть это куплет, припев, бридж, вокалист и финальный. То есть это прямо специально под конкурс писалась вещь, то есть это не кто-то предложил, вот просто вот не да, это спеть ли все тебе? Специально писалось, чтобы все нас поняли. И, конечно же, песня «Кони бегут» от Ларшоба, так как кони — это символ тюрков, символ татарского народа, это свобода, это мировосприятие. И, вы знаете, мои друзья мне вчера подарили символ, это подкова, это конь, и теперь он всегда будет со мной. Это моя... Кстати, золотом. Золотом. Не абы что, хороший подарок. Очень хороший подарок. Это теперь мой оберег, это мой символ. Ну что ж, я надеюсь, что этот символ, безусловно, принесет тебе удачу, и мы еще не раз услышим замечательные песни, хиты в исполнении Айдара Сулеймана. Спасибо, что сегодня был нашим гостем. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была программа «Тема». Вместе с нами сегодня был Айдар Сулейман, татарский певец, певец из Татарстана, который победил на конкурсе «Тюрквижн», что прошел в Казани, второй в истории и, надеюсь, далеко не последний. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Спасибо.